где-то тройное 57, 83, 62 код. Так что есть еще время задать вопросы. Пишите. Но мы продолжаем. Человек, которого мы сейчас пригласим, в детстве, как и многие, наверное, мечтал стать космонавтом. Свой первый бизнес он открыл в 14 лет. В 15 писал стихи на заказ к свадьбам и юбилеям, играл в КВН. Команда трижды была участником фестиваля «Кивин» в Сочи. На втором курсе вуза занимался заготовкой леса, нанял бригаду и вместе с рабочими валил деревья. Первый миллион заработал в 21 год. Основал компанию Coffee Like, вложив с партнером по 65 тысяч рублей в первый кофе-бар. По темпам роста компания заняла второе место среди европейских кофейных компаний. В прошлом году продал ее за 200 миллионов рублей. Встречайте, Аяз Шамутдинов. Всем добрый день. Испытываю некоторое волнение, поэтому прошу еще раз меня немножко поддержать. Действительно, кто-то из присутствующих, я думаю, меня знает. В 2013 году, 13 ноября, я вместе с партнером открыл кофейную компанию. Мы очень грамотно вышли на рынок. И ей недавно буквально исполнилось 5 лет. Мы эти 5 лет отметили уже без меня, потому что я ее продал, выручил немало денег. Вот компания стала второе место, иностранцы сейчас сделали отчеты, второе место по самым быстро растущим кофейным компаниям Европы. Мне кажется, этому факту можно похлопать, потому что мы вышли за пределы уже нашей страны. Вот. Но, тем не менее, это не единственный мой проект. Я развиваю достаточно много интересных проектов. Сейчас в 2019 году мы в Казани хотим запустить очень большой проект в сфере рабочих пространств для молодежи, для фрилансеров, для молодых предпринимателей. Вот сейчас мы сделаем его в Перми, там все покатаем, все ошибки совершим, а в Казани уже запустим идеальный объект. Вот. Я хотел бы поговорить на 3 темы. Там в среде малого бизнеса или среднего даже некоторые люди меня знают и часто обращаются за советами тоже. И вот я выписал 3 вещи, которые считаю исключительной важностью. Первое – это умение превращать любую проблему в возможность. У меня с вами, кстати, будет один интерактив, а можете поднять руки те, кто меня знает, что-то слышал обо мне. Супер, прикольно. Вот самый первый проект, который я открыл под нашим брендом, это был хостел в городе Ижевске. И мы были ограничены в деньгах и просто сняли квартиру. Сначала в жилом фонде работали, это не очень хорошо, но вот так. И я помню, мы везде дали рекламу, но у нас не было еще кроватей, даже на которых спать можно было. И нам решили заселиться 5 студентов, они приехали из Башкирии, студенты-заочники в Ижевск, где я тогда жил. И они пришли в этот объект, смотрят, говорят, нам все нравится, а где спать? Потому что у нас не было кроватей. На что я им говорю, вы заплатите деньги, и будет где спать. И они, поскольку были заочниками, 5 человек, они оплатили там месяц или 2 вперед. Я помню, тогда говорю, все, ждите здесь, сел в машину, у нас Икеи в Удмуртии там не было. Поехал в Казань, в Икею в этот же день. Вот, взял в Икею, купил кровати, ехал весь, у меня торчали балки в машине прям. Вот, привез их, а у нас объект был на 10-м этаже, я поднимаюсь к нам в хостел, там эти студенты меня ждут. Все это время я им говорю, ну все, кровати привез, погнали разгружать, загружать, вместе собирать. Вот. И, ну вот, сначала так, да, получалось превращать проблему в возможность. У меня, когда случаются проблемы, например, когда упал рубль, мы использовали банковские кредиты, когда растили нашу кофейную компанию, и нас перестали кредитовать. И там мы брали у людей там, по 60% годовых даже деньги, потому что очень срочно нужны были средства. И вот я развиваю социальные сети, там много подписчиков у меня. И в итоге, когда банки нас перестали кредитовать, были очень дорогие деньги, я обратился к подписчикам, я сказал, кто хочет, вот есть такая ставка, мы привлекаем финансирование при такой ставке, и мы суммарно привлекли от людей больше 30 миллионов рублей, они в итоге все неплохо заработали, а ставка была даже ниже, чем по кредиту. Ну вот, и месседж, и посыл, точнее, мой основной, это уметь превращать любую проблему в возможность. Когда у меня возникает непредвиденная ситуация, я становлюсь немножко злой, это, наверное, адекватно, но эту злость я направляю в другую энергию. Я говорю, что раз у меня случилась проблема, я сейчас должен подумать настолько,
много, чтобы эту проблему потом, через полгода, сказать, как здорово, что со мной это произошло. Возможно, у кого-то из вас было разные неприятные ситуации, которые вы смогли потом перевернуть и сделать так, чтобы было хорошо. У кого-то было такое в жизни. Вот, то, что сложности вы превращали в возможности. Ну вот, и это вот история всего там, моего пути. Проблемы неизбежны, они случаются постоянно. Мне многие говорят: Аяс, вам повезло вовремя угадать этот тренд, вот на рынке кофе с собой открывать этот бизнес. Вот у нас уже 450 кофе-баров открыто, и кто-то говорит, это тренд. Но я считаю, что дело не в трендах, дело в том, что вот здесь, как мы смотрим на мир, как мы видим возможности. Второе, что я бы хотел озвучить, это есть такой принцип, я даже называю его законом, он звучит так: дело во мне. В 2015 году у меня был кассовый разрыв очень большой, там, у меня был не такой большой бизнес, но был кассовый разрыв на 36 миллионов рублей, и тогда я до этого приглашал партнера, который управлял этим всем, потому что я не самый сильный в менеджменте. И когда случились эти проблемы, я думал, как же так, ты же управлял, как ты довел компанию до такого, я его винил во всем и так далее. Но потом я понял, что это ни к чему не приведет, ситуация не меняется. И я понял, что дело во мне. Это ведь я нахожу таких людей, да, которые где-то, может быть, не справляются. Вот. В тяжелые периоды у меня было, что уходили партнеры. Ну, наверное, в бизнесе у каждого бывают сложности. И я виноватен партнеров, зачем вы уходите от меня, да. Но потом я понял, что дело во мне, почему я сформировал ожидания от людей, что они должны со мной всю жизнь быть рядом, что они должны вот именно меня всегда поддерживать и так далее. И вот этот закон «дело во мне» помогает мне понять, что ожидания я сам формирую, да, партнеров, команду я сам нанимаю и ищу, работаю с ними. Сам формирую полностью свою жизнь. И это помогает не только в бизнесе, но даже в бытовом плане. Вот давайте, у меня коллега написал тест, очень полезный. А вы, я сейчас попрошу, можете все сейчас поднять руки, все, кто в зале находится сейчас, поднимите, пожалуйста, руки. Супер. Я сейчас вам задам 10 вопросов, и если вы узнаете себя, тоже поднимите руки, это будет значить, что нам есть всем над чем еще работать. Давайте пример из бытовой жизни. Кот дерет мебель. Виноват кот, а не я, не дрессирующий кота. Кому это знакомо? Вот, да, попробуйте спросить все-таки себя. Раскупили все пирожки. Виноваты покупатели, прибежавшие раньше меня. У кого есть такие мысли? Ну вот, нужно развернуть ситуацию. Очень устаю на работе. Виновата работа, а не я, не способный отрегулировать свой график. Кому это знакомо? Ну вот. Очень болит голова. Виновата голова, а не я, который живет, спит, ест, тренируется неизвестно как. Здесь прям я себя узнаю тоже. Двор заставлен машинами, с коляской не пройти. Виноваты те, кто заставили машинами, а не я, купивший квартиру в этом доме, не способный договориться с соседями поставить шлагбаум. Ну вот. Давайте дальше. Математик в школе у сына идиот. Виноват математика, не отдавший сына в эту школу. Есть такое? Да. Таксист везет как баран. Виноват таксист, а не я, решивший, что Яндекс пришлет за мной по тарифу комфорт Майбах с Аланом Простом за рулем. В кофемании очень дорого. Виновата кофемания, а не то, что я не могу больше заработать. Серьезная вещь. Ну вот, надо все-таки даже бытовую жизнь, бизнес-жизнь всегда пытаться задавать, где здесь я. Да, потому что иначе мы будем все марионеткой плохих таксистов, марионеткой, что есть какие-то высокие цены, а не я, который мало зарабатываю, да, или а не я, который больше ничего в жизни не умеет. Это признавать очень больно, очень сложно это однажды признать, что дело во мне. Но если это получится сделать, я уверен, что качество вашей жизни, успехов, она многократно вырастет. Ну и последняя, наверное, самая важная совет, тема, она связана с моим отцом. Вот я в 15 лет уехал от родителей, с 15 лет я живу один, они у меня живут в поселке Куйда, это 2 километра от Башкирии. Сам у меня отец учился в КАИ, мама из Татарстана, но после распределения их отправили в Ижевск, потом вот мы вообще оказались в поселке Куйда. Я оттуда переехал, и до 15 лет мне отец все время рассказывал про наших предков. У меня такая традиционная, наверное, татарская семья. Все там в одном доме жили, несколько поколений, и так до сих пор. И до 15 лет мне все время рассказывали про моих предков. Мы ездили все время на наши родные места.
И очень много отец уделял времени именно вот этой истории. Я в детстве не понимал, у меня были другие интересы, и хулиганил тоже и так далее. Но когда я уехал, он сказал мне такую вещь, он очень сухо так со мной попрощался, вот как в Обломове там был немец, что ли, вот, примерно так же со мной отец прощался, очень сухо, но он сказал эту фразу, он сказал сделать так, чтобы нам не было за тебя стыдно. Вот. И уже впоследствии многих лет я понял, что, оказавшись в городе, а жил я вот в поселке, оказавшись в городе, что у многих людей нет понимания своей родословной, и поэтому чувство ответственности за те их поступки, которые они создают, оно значительно снижено. А у меня есть большое преимущество, это огромное, мне кажется, знание своей истории, знание своей культуры, которое не дает мне дать слабину. Я всегда понимаю, что если даже просто логически подумать, да, там, в 10-м поколении подумать, в моем рождении участвовало больше 500 человек. И я не могу этих людей подвести там, и нацию в какой-то степени, и в целом культуру, в которой я был воспитан. И считаю, что самый большой вклад, конечно же, нас вносят не просто гены какие-то, а то воспитание, которое нам дают наши родители, наша нация, наша культура и подход к жизни она формирует. И когда я вырос, ну вот сейчас мне 27 лет, я заметил разницу между собой и другими детьми. Она заключается в том, что у меня был отец не просто как человек, который участвовал, да, там, ну, в том, что я родился, а человек, который никогда не сидел дома перед телевизором с пультом. Ну, настоящий отец, не биологически просто, не только биологический, а отец в культурном его понимании. И вот я сам не так давно принял решение, что пора завести семью и тоже становиться отцом, и начал погружаться в эту историю, что такое отец вообще, что такое культура. И я понял, что это важная тема для любого руководителя, а я знаю здесь много руководителей. Потому что отец — это не только тогда, когда у тебя есть дети. Ты можешь быть отцом для своих сотрудников, отцом для своей команды. Я выписал ряд важных вещей, которые делают человека отцом. И наша задача в себе эти качества обязательно воспитывать. Отец — это граница между хаосом и порядком. Это мера порядка. Это то, когда все не знают, что делать, и появляется человек, который говорит: я знаю, что делать. И он сразу же упорядочивает все. Отцы передают нам цивилизацию и культуру. Отец не цепляется за прошлое. Отец публично не сомневается. Отцы не сидят дома, и они не остаются без дела, даже когда есть безграничный ресурс. Они всегда в работе, они всегда заняты делом. Отец не суетится. Отец планирует, а другие прикрепляются к его плану. Отец всегда побеждает, а победа — это получение задуманного. Отец — это тот, у кого есть власть, тот, у кого есть ответственность, стратегия, решение, своя территория, защита своей территории и ее расширение. Отец никогда не говорит, что у его сотрудников не получилось. Это у него не получилось, но даже если у него что-то не получилось, у него всегда есть план «Б». Отец никогда не обвиняет других, так как понимает, что все дело в нем. Отец выводит сына в общество. И вот, наверное, самое главное, что вот мне было очень важно. Отец знает, что лучший способ воспитать ребенка – это воспитать себя как того, на кого будет смотреть ребенок, когда родится и будет расти. И подытоживая вот эту тему, она очень обширная, объемная, я думаю, что наша задача, вот как здесь много руководителей, это, учитывая непростое прошлое нашей страны, мне кажется, вот эти качества стали забыты, многие отдали процесс воспитания на разные социальные институты и не являются примером для своих детей. Я думаю, что наша с вами задача в целом показывать достойный пример и выполнять, может быть, в культурном смысле роль отца. Вот как здесь руководители, я очень поражен Рустамом Нургалиевичем, например, его биография, она меня очень вдохновляет. И наша с вами задача вот культурно выполнять вот эту роль для тех людей, у кого не было, ну, скажем так, семьи с правильным, может быть, воспитанием. У меня все. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, вы согласитесь, что у нас сегодня необыкновенно увлекательный форум. Замечательные спикеры. Да, действительно, по-семейному сидим.
Ну что ж, а следующий гость, ну тут уже концертная практически подводка, как у ведущих, заслуженный артист Республики Башкортостан, человек года по версии издания «Бизнес онлайн», лауреат многочисленных международных и российских номинаций, молодой, талантливый исполнитель, собирающий на своих ярких концертах десятки тысяч слушателей, исполняющий свои произведения на 3 языках. Это Радик Юльякшин, которого вы все хорошо знаете под именем Элвин Грей. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот и дошло до меня. И очень волнительно, на самом деле, там сидишь, вроде так, все так спокойно, но послушав таких уважаемых людей, прямо становится еще волнее, потому что еще многому нужно учиться. Ну что, давайте сразу о том, как у нас все начало получаться, вот то, что вы сейчас видите. Наверное, многие подумают, что это за 2 года сделано, за год, потому что мы так резко вылезли на рынок татарский, башкирский. Ну и, конечно же, все подумали, что это быстро. Нет, на самом деле мы к этому шли долгое время, около 14 лет. Вот даже если нет, ошибаюсь, даже 16. Потому что мне самому сейчас 30 лет. И давайте сразу, вот реально волнуюсь, прикиньте. Самое другое, вот мы каждый день на сцене, каждый день много людей, но тут чуть-чуть другая тема, поэтому, ну ладно, поехали сразу. Так, знаете, вот чтобы прийти к этому, я, во-первых, вижу очень много молодых людей, и хотел бы сразу начать с этого. Как раз-таки я начал тоже с молодых лет, со школьного возраста. Когда учился в школе, я всегда думал, кем же я хочу быть. И честно скажу, в детстве всегда спрашивали у детей, вот кем хотите стать? Там, говорят, пожарником, полиция, там, еще кто-то. Я всегда говорил, хочу стать